Хоп, наверное, будем говорить по-русски, чтобы было понятно и казахам, киргизам, туркменам, армянам, грузинам, азербайджанам, чеченцам. И чтобы всем это было понятно, сегодняшний разговор. Я сегодня буду рассуждать ситуацию между Украиной и Россией, Россию и Украину. Я даю свою оценку и приведу некоторые примеры, чего боятся Кремль, Россия. Не скажем Путин, но скажем вот это вот, чего боятся уже Кремль конкретно. И приведем факты, несколько фактов, что очень сильно боятся Кремль, чтобы не случилось, или точнее не повторилось то, что происходило. Кремль сильно боятся повтора этого. Много людей говорят, что вот у России мощь, Россия имеет ядер, Россия имеет сила, армия, Россия не боится. Ну, много чего говорят люди про Россию. Путин сказал об встрече вместе с Зеленским обсудить о прекращении войны в Истамбуле, на нейтральной зоне. Зеленский, как мужик, достойный президент, поехал туда. А Путин отказался, не ехал, боялся, сильно боялся, чтобы ехать и встретиться с Зеленским. Вот сидит просто глаз на глаз и говорит. Зеленский, конечно, не русские бабушки и женщины, чтобы собраться в Кремле и поиздеваться, смеяться, наслаждаться, как будто вот у тебя есть какой-то мировой сила. Давайте будем обсудить сначала вот чего боится Россия сильно. Кремль чего боится. В России приблизительно 150 миллионов человек, из них, скажем, больше половины народности это не русские. И российская территория, скажем, больше его сам русский территория, живущий, который русский живет, находится просто из всех территорий, вот это вот площадь России, 15%. А на остальные нет ни один русский, и это не является русской территорией. Это все оккупированные и захваченные территории. И до 90-х годов мы знаем, Россия или, скажем, СССР или, скажем, русский сила было еще больше. Еще было больше, как мы знаем, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, вот вся это еще Латвия, Литвия, Эстония, Чехия, Словакия, скажем, еще где бы, Грузия, Армения, Азербайджан, все это еще входил, скажем, в
в составе Русской империи. Оно было еще вдвойне больше. Эти люди тоже воевали за Россию вместе с Германией. Они воевали, за русские умерли, за русские пошли. Все сделали за родину, еще называли они, что СССР наша родина. За родину они умерли. Буквально недавно 9 мая был, 80-летний, скажем, так называемая победа. Мы в последнее время видели, что победа как это отмечается. Даже уже День Победы стал уже для детей просто забавка, игрушка. Отмечают День Победы уже дети. Играют игрушечной машиной, картоном создает танки на велосипедах. Уже стало это издевательство. Это уже у него уже не остался никакой ценности 9 мая. Это уже позорный, скажем, парад стал. Не парад гордость, а парад позор стал. На москвичи уже картоном рисуют танки, пушки. Реальная техника, реальный ничего уже не остался, поэтому уже это стал уже детский уже, просто люди кайфуют от этого, просто дети играют. Поэтому Россия понимает прекрасно, что народ, который я перечислил, бывшей территории СССР, они тоже за Россию давали свою жизнь, за русские давали свою жизнь. И немножко начала расшататься эта система, и все быстренько, и те люди, преданные Кремля люди, они быстренько переобувались и стали противником Кремля и забрали свою независимость. Россия прекрасно знает, что Чечня, или там Кавказия, или Бурятия, или татары, хоть кто бы они ни были, в данный момент, которые воюют за Россию, оно не говорит, что эти люди никогда не хотят своей независимости и не ждет расшатания России. Еще один раз шатается Татарстан и остальные Чечня и Кавказы, скажем, и другие Бурятия, они все начинают забрать свою независимость. Почему? Потому что в данный момент идет век техника, технология, и которые земельные средства. Оно очень много на те территории, скажем, очень много. Каждая цивилизованная страна может с ними работать, заключать союз, договор. Ну, это я извиняюсь, что многие слова я не могу то ли произносить, или просто потому что я не русский, я каллах просто, я не могу произносить, но стараюсь, чтобы донести эти слова, чтобы люди понимали. Вот. Россия поэтому понимает, что у России один расшатание, и еще внутри разделяется по кускам, и каждая народность забирает свою независимость. Одну ошибку Россия когда-то допустила, что вот это вот то, что я
назвал Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Латвия, Литвия, Эстония, Чехия, Словакия, все они независимость свою обрели. Еще один раз шатаний, Россия точно и четко знает, что будут обрести свою независимость и остальные внутренние татары, башкиры, чеченцы и остальные, извиняюсь, то, кого я название не произносил, еще они будут автоматически забирать свою независимость. У каждого страны я очень много читаю историю. Я могу себе спокойно я могу претендовать, что историк. Почему? Потому что я очень много знаю про историю. Вот. Все государства, которые были, распали, упали, расшатались и были, скажем, вот точно такой же, вот читайте историю СССР и его могущество, взлет и падение СССР просто. Вот. Взлет и падение, создание, взлет и падение СССР. Все государства, они точно так же были, точно так же. Почему вот в Центральной Азии Россия очень такой разделил территорию и создал новую народность название? Почему? Создал новую историю для них. Потому что такое вот создание и точно такой же ситуация, каждая страна должна бояться от своего половины часто. Почему? Потому что малейшее расшатание, и они тоже обретут независимость. Они тоже хотят этого. Вот. Поэтому каждая страна, мы видим, это такая ситуация есть в Казахстане, есть в Узбекистане, есть в Таджикистане, например. Да? Каракалпакистан сейчас хочет своей независимости, Бадахшан хочет своей независимости. Ну, например, они вот такой разделили специально. Вот каждая страна боятся этого. Каждая страна, у каждой страны, у каждого страна есть такой геморрой, вот именно этот геморрой, который создан, они боятся этого. Любая страна, у них есть этого. Вот. Россия очень сильно боятся, потому что вот такой же геморрой, я извиняюсь, грубые слова использую, ну такой же вот это вот, скажем, боль, вот это вот боль, которая все время можно вот разрушиться. У России очень много. Почему? Потому что, я же говорю, еще раз повторяю, если в России 150 миллионов людей, просто считайте, вот, разделите на 3 части, русский выходит только один из них. 50 или 60 миллионов русских. А остальные 100 миллионов или 90 миллионов, они татары, монголы, другие, казаки, чеченцы, ингуши, все буряты, все это, они остальные, они другие народы, другие народности. Вот именно этого Россия боятся конкретно. Не конкретно, а сильно боятся. Тем более после вот этой войны, которая столько там было убиты дети этих народов, это специально для того, чтобы уменьшить этих народов, их дети очень много отправили в войну. Специально были такие, насколько я с одним человеком разговаривал, что он, короче, знаете, эта система русская война, эта война имел с собой два
Короче, два вот это цель. Один цель уменьшить народность, другие другие этнические группы. Их детей отправили, они сами продавали их местонахождение, и Украина оттуда накрыл ракетой, бомбой. Все. Вот. Толпы отправили туда и накрыли сверху. Почему это делали? Потому что уже на последний, после вот это 90 года, скажем, более немножко улучшился уровень жизни в России. И они начали умножаться очень быстро. Ну, в принципе, вот так вот возьмем маленький Таджикистан. Маленький Таджикистан 90 года, ну, якобы говорят, 5 миллионов, 6 миллионов были. Не были 5-6 миллионов. Еще были меньше были. Ну, допустим, 5 миллионов были. 90 года. За 30 лет 10 миллионов стал. Вот просто. А 5 миллионов, еще 5 миллионов умножился. Вот за 30 лет. А вы представляете, в России еще какой умножился. Поэтому русский цель был, чтобы уничтожить действительно другие народности, национальности, уменьшить их. Их уменьшить. Сейчас, если посмотреть по численности мертвых вот это в войне, от 100% может 5% русские, 95% другие народности. Другие народности очень много. Например, бурятов очень много и другие очень много. Поэтому почему Путин за один год не мог забрать эту территорию, ну так называемую, свою спецоперацию, не мог закончить, и он начал продолжать это, не останавливаться. Почему? Потому что другие народности, которые были в России, они стали очень много, они родили много, у них дети начали расти быстро, и дети. Поэтому хотел немножко их уменьшить Путин. Это цель Путин был, чтобы уменьшить другие народности. Вот. Но благополучно он этого делал, он этого и делает сейчас. А если кто-то говорит, что как это делает имам Али Рахмон у нас в Бадахшане. Вот, каждый раз какую-то игру придумывает, что якобы там в Бадахшане какой-то террорист, кто-то чего-то, что-то, и закрывает весь вот эту область, и загоняет туда военные, и под предлогом тоже, короче, по уничтожению террористов, уничтожает этого народа. Никогда не дает их, чтобы стали больше. Потому что имам Али Рахмон боятся, их станет, если больше, вот, и конкретно придется, когда столкнешься с ним, они больше. Сила будет равно. Поэтому имам Али Рахмон в данный момент этот сила вот с этой предлогом уничтожают. Под предлогом этого. А Путин точно так же под этой предлогом, якобы бандеровцы кушали детей или что-то там, и Украина стала в руках бандерцев, русские стали там в тесноте жить, русским жизнь не дает, русским трудно жить, и ни одного видео ничего не предоставил, просто слова Путин, и несколько год прокручиваны Первый канал Скабеева и Сукабеева, короче, конкретно Сукабеев. Скабеева и Сукабеева. Вот несколько год они прокручивали вот это вот народ
оборонили, конкретно бараном сделали и загнали туда и умирать. Использовать, применить свое оружие, ядерное оружие или что-то или чего-то. Почему? Потому что еще немножко ослабление Кремль автоматически уже, скажем, в России еще разделится на несколько кусках. И появляется там еще несколько стран, государств. Поэтому Кремль боятся именно этого, чтобы не случилось, чтобы внутри, вот внутреннее расшатание, это очень плохо. Когда правительство не умеет просто контролировать и другим национальностям просто договариваться с ними и давать их доля, их шанс. Тоже каждой народности есть своя доля. Должен они жить как человек, как нормально существовать. Вот. Вот именно поэтому на одной стороне, именно вот, например, скажем, вот Таджикистан, да, ни одни таджики живет. Не может такой, нету такой страны, чтобы просто одна народность вот просто жил. Сила Украины стал больше. Почему? Потому что у них тоже были разногласия, как якобы так и западные, и этот украинцы, у них были немножко разногласия между собой. Вот эта война, вот это, их закрепил. Они уже, у них вот это немножко разногласие уже исчез внутри них. В данный момент уже этого нет. Я не вижу здесь. Когда я первый раз 10 лет тому назад я был в Польше, были украинцы, которые работали здесь. Они точно так же у них были какой-то не этот Запад вместе с этим. Они друг друга, и они бандеровцы, и они русские, бандеровцы их говорят, и они сторонники русские, они это, бандеровцы, у них были вот немножко разногласия. Они даже вот, когда здесь работали, они не жили в одной хостеле или в одной квартире. Запад с этой они отделялись, стояли все время, вот, север от запада. А сейчас уже это слова внутри них нету. Они просто говорят, мы украинцы. Все, мы украинцы. Уже это слова бандеровцы, слова вот это то, что были там западные, северные, восточные. Уже эти слова, скажем, практически внутри народа Украины уже не остался. Они все время, наверное, были разделены. И как раз вот эта вот война их эмигрировала в других странах, например, Польша и Германия, другие. Они начали жить уже вместе. Вместе Запад, Восток, Юг, все они начали жить вместе. Вот у них поэтому появился уже шанс был для них, чтобы они ближе друг к другу познакомились. Вот украинец с украинцем, чтобы они ближе познакомились. Что они, когда сюда приехали, они понимали, что их боль не разделяется на север и на запад и на юг. Уже это не разделяется. Это боль одинаковая у всех. Эта проблема уже все украинские проблемы. Безразлично, ты бандеровец, ты индейец, ты не знаю кто, ты цыган, ты все. Ты украинец, значит это проблема, твоя проблема. Тебе касается это. Тебе надо объединяться. Вот. А в России этого нету. Это объединение нету. Даже русский с русским, у них вот это вот объединение, братство
Нету, не остался. Просто два русских посади, дай один бутылку водку, когда они напьются, друг друга убивают или бьют. Безразлично. Вот. Где можно отличать братство и от небратства. Вот две русских посади, дай бутылку водка, и они напьются, они друг друга бьют. Вот. Этот эксперимент проводили очень много в России, что просто две русских посадили, дали водку, и потом какой-то повод дали, и они начали драться. Они даже убивали друг друга. Вот, именно. Поэтому это уже давно было понятно, что Россия уже не сила. Россия никогда не применяет свое ядерное оружие нигде. Почему? Потому что если немножко ядерная проблема будет, уже Россия не останется вот это вот Россия. Россия просто для того, чтобы на мировом уровне показать, что он, сила у него, и до сих пор у него вот это вот зубы острые, проигрывает, сидит в Украине, еще просто некоторые депутаты, и то, и другие, они зуб точат в сторону Казахстан, Узбекистан, зуб точит и говорит, что это наша территория, то, другой, третий, четвертый, пятый, шестой. Да? Почему это делает? Потому что во время того, что говорят, каждая вот эта страна, они якобы показывают свою силу, что у них есть сила, они до сих пор готовы на все, они не боятся, это показывает, что якобы не боятся Россия еще ничего. Могут говорить, могут требовать, претендовать, воевать. У России есть запас сила, а так ничего нет уже, ничего не осталось, а вот просто просто говорить. Если у России был бы сила, у России был бы вот это то, что вы говорите, если не был бы у России страх, Путин поехал бы в Стамбул и встретиться с Зеленским глаз на глаз и сидит, обсудить и договор подписывать. Если был бы вот эта вот сила, то, что вы думаете, да, что у России есть сила, если оно было бы, Россия, спокойно Путин не боятся никого и поехал бы спокойно со своей делегацией встретиться в Стамбуле в глаз на глаз. Вот это показывает, что уже ничего нету. А то, что мы видим в телевизоре, Казахстан, 4 депутата сидит просто, ну это депутаты, не депутаты, потому что я не считаю их как депутатами, дипломатами. У них культурность дипломатия нету. Просто вот кричит, орет, а наше, другой, третий, четвертый. И вот такие вот людей они понабрали депутатов, которые у них абсолютно культура, этика, эстетика, дипломатия у них мы не видим. Я лично не вижу этика, эстетика и дипломатическая культура какой-то, да? Я, например, не вижу. Вот. Просто депутат в одной момент превращается как вот это вот проститутка. Вот так орет, кричит, бьет себе. Это стиль, что пугает людей. Это храп, говорят же, храп. Вот. Именно вот это. Кроме этого ничего нет. Они только могут вот убить меня или кого-то, какой-то бедный человек, который нету защиты, ничего нету. Вот они могут этого делать. Вот. А
у него никакого сила нету. От того, что он кричит на Казахстан, зуб точит, заберем это наша земля, то наша земля, это просто показывает на мировом уровне, что Россия, еще у него желание есть воевать, что Россия полно с духом, вот так показывает. Это просто, скажем, наружу вот так показывается. А внутри уже пусто, ничего нету. А, Так что не надо от этой какой-то громкой заявление делать, ой, другой, Россия что-то делает, что-то может. В российской армии в данный момент служат уже самые бедные краи, особенно африканские страны, очень бедные страны, которые есть такие страны, к сожалению, э, они готовы тоже на хлеб, на все делать за деньги. Сейчас мы видим уже в Кремле, шагает Красной площади уже представители африканского континента, африканского народа. Это говорят, что Россия уже ничего у него не осталось. Мы видели 9 мая первый раз Россия начал пригласить Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и другие народности, чтобы проходили марш по площади Кремль. Почему? Потому что уже у России нет армии. Нет армия, чтобы как раньше масштабно проходили, скажем. Уже у России нет финансовых содержать армию. Нет этого. Нету. Уже не остался. То, что вот мы видим в Россию, это уже содерживает просто компании, некоторые компании. Не некоторые, а большинство компаний, которые есть, фирмы, компании, которые вот это вот содерживают Россию. То, что мы видим в магазинах, другие. Все это зарубежные фирмы, которые якобы уходили, но просто по другим названиям заходили обратно. Они не уходили. Они по другим названиям сразу как это, короче, на других странах свою фирму по другому названию открыли и заходили обратно. Они не уходили никуда, и они до сих пор, как и оно было, они так и работают. Э, Это просто содерживает Россию. В данный момент то, что есть, мы видим. А, Так что не надо бояться Россию. Если у России была бы сила и было бы у Путина дух, если был бы Кремль уверен в себе, что он не боится ничего, они спокойно поехали бы и посидели бы, поговорили бы и решали бы эту проблему. Потом очень много врет. Ни одной последнее время правильные слова уже не прозвучит от кремлевской стеной. Выходит только ложные слова, ложные, выдуманные слова. И Кремль стал дом-спектаклем просто. Вот спектакльный дом стал Кремль. Мы больше ничего не видим там. Ничего не видим. Спокойно украинские дроны в неделю один раз летают по Москве, гуляют. Спокойно. Это еще доказывает, что у России нет достаточно сил. Украина это маленькая страна, сравня с Россией, просто вот целый человек, да, и вот это ногти. Вот Россия целый человек, Украина вот это ногти, вот такой. Вот это вот целый человек, вот не хватает сил бороться со своей ногтой. Вот именно эта ситуация. Так что теперь день за днем становится ясно ситуация России. Мы видим
Не думайте никто, что Россия применяет ядерное оружие. Никогда, никогда не применяет ядерное оружие. Никогда в жизни не применяют. Это все для того, чтобы пугать и даже Эмомали Рахмон, он понял, что Россия что-то расшатается, сказал, давай уважайте нас. Уже Путину говорит, мы от тебя ничего не требуем от вас, уважайте нас. Уже Эмомали Рахмон уже, как-то говорят, уже требовал, чтобы Путин уважал Эмомали Рахмона. Это прямо в зале, открыто. И остальные союзники просто сидели, слушали, кайфовали и отдыхали, что Эмомали Рахмон требует от Путина уважения. Вот теперь, что ты хотел сделать, да мы пока не знали, что у тебя, оказывается, ничего нету. Мы думали, что ты вторая армия мира, ты мощь, ты сила, оказывается, у тебя ничего нету, давай теперь ты уважай нас. Мы от тебя ничего не хотим, уважения, только уважай. Это слова было просто его точность такой был. Знайте свое место. Теперь ты знай свое место. Ты должен нас уважать, ценить. А что делает Путин? Путина, например, Кремль, скажем, Путин не скажем, просто Кремль. Что делает Кремль? Кремль возьмет, не может ничего делать с Эмомали Рахмоном, не может его убрать, не может, если у него была бы сила, много людей говорят, этот якобы Таджикистан содерживает, ну, под контролем Россия, да? Я не вижу этого. Если Таджикистан был бы под контролем России, то за это слова уже не существовал бы Эмомали Рахмон. Почему? Потому что в Таджикистане очень много достойных кандидатов есть. Очень много. Особенно, скажем, с Бадахшана есть хорошие кандидаты, дипломаты. Россия хорошо дружит, и с Сагдийской области есть. Ну, в общем, вот семья, только семья Рахмона просто убрал бы. Если у России была бы сила, и была бы вот это вот его, как говорят, что Таджикистан под контролем России, за это слова уже не существовал бы клан Эмомали Рахмон. Поменял бы полностью. Например, Койр Расулзуда. Поменял бы Койр Расулзуда, поставил бы. Или, я не знаю, кого-то другого поставил бы. Все, и его семья полностью. И Койр Расулзуда, может быть, и другой кто-то. И 100 раз еще лучше служил бы в России, чем Эмомали Рахмон. Например, Эмомали Рахмон все свои золото, богатство, деньги, свет, вода, что продают, все это на офшор выводит другие страны, европейские, китайские страны, да? Если Хойра Сузуда или кого-то поставил, например, лично мне поставил бы, я 10 раз, наверное, больше служил бы в Россию, и на экономику помог бы, скажем, на много чего, и хранил бы свой запас в Россию, например. Я очень много чего сделал бы вместе с Россией. Почему? Потому что мне поставили президент там, да, если у них были бы эта сила. Пример я это слова говорю просто. Если Хой Расулзода поставил, или другой, или Убайдулоев, да, как очень Кремлем еще был близкий человек. Это показывало, что Кремль не имеет никакой силы, чтобы поменять даже просто одного директора колхоза, который спокойно еще заявил на Кремль. Путин это Кремль. Если Путину говорит что-то, значит ты весь Кремлю это говоришь. Кремль, ты уважай нас, еще руками бьет так, это уже означает предупреждение. Ты уважай нас, мы от вас ничего не требуем, требуем уважения. Ничего не мог делать Путин. Ничего не мог делать. Потому что
Кремль, скажем, ничего не мог делать. Почему? Потому что Кремль понимает, что не может этого делать. Менять не может. Как один это частной военной компания, как это назывался, было же. Говорит, мы в Африке просто показывали, что якобы сил и мощь Российской Федерации, весь африканский страх были, африканские страны были в страхе, ну, от сил. Ну, всегда показывали, какой Россия мощный и у него рука длиннее. А оказывается, на эта война, говорит, вот обосрали и, короче, показали, что мы, оказывается, ничего не стоим. Вот. Как его зовут был? Я все это время анализирую эту систему, кто чего говорит, зачем, за что, где, чего, да. Я сегодня просто хотел это видео сделать, сказать просто свое, то, что я видел, как проанализировал. Хотел это слово сказать, и чтобы понимали вот остальные или внутренние народы и остальные, вот это вот что Казахстан, например, мне это, скажем, братья, да, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, чтобы они понимали, уже Россия ничего не меняет. Россия, нет у него никакой силы, кроме вот громко кричат. Вот точно так же, когда мы были маленькими, и у нас были один одноклассник, он всегда такой, я бью так, я хожу в бокс, я это делаю, я то делаю, я это делаю. А мы всегда вот это, от это его слова боялись просто. Ну, мы тоже как-то себе показывали, но внутри себе что-то мы боялись. Вот входить прямо вот в бой с ним, да, мы боялись. Я лично иногда вот боялся так ходить. Вот. И один раз, я не знаю, что-то случилось. Вот пацан один был, который, он был самым, скажем, чмошник, который все его били, да, и с ним какой-то дрался, и он как-то злился такой, он вот полный в обиде был, наверное, до Судова, да, и просто стал его так бил, так сбил его, да, и тогда было понятно, оказывается, это просто балабол, вот, и после этого он не мог свою голову поднимать, ходить, или там быковать на кого-то, да, он же перестал быковать, он начал искать дружбу уже, дружиться. Вот Россия, это точно такое же. Это точно сейчас такой же. В данный момент Россия уже начинает искать дружбу уже. Уже Эмомали Рахмоном туда-сюда показывает. Собирает это некоторые лидеров. Последнее у него уже африканским какими-то лидерами или солдатами военными, да. Вот. Так что не надо бояться, дорогие вот это остальные. Уже вам Эмомали Рахмон, наверное, 2 года назад показал вам, что Путину сказал, ну то есть Кремлю сказал, уважайте нас. И до сих пор я после этого, я ожидал, просто семья Рахмона, все, уже пали. Почему? Потому что я все время думал, что Таджикистан в руках Россия. Россия контролирует. Вот. Россия кого хочет, тот будет президентом, да? Хотя Махмад Саид Убайдуллоев был ближе, чем Эмомали Рахмон в России, был ближе. После его отстранения я тогда понимал, что-то чувствовал, что-то у России уже не остался от те силы, которые его человек, который второй человек в Таджикистане, его человеку просто президент взял и унизительно уволил. Сказав, что ты старый, хотя Эмомали Рахмон сам 2 раза старше Убайдуллоев. Понимаете? Я тогда понимал, что
уже у России нет никакой сил, чтобы диктовать Эмомали Рахмону или Таджикистану. Просто пока храп идет, страх есть, храп есть, оно идет нормально. А так менять он ничего не может делать. Так что не надо бояться. Он не мог, Кремль ничего не мог делать. Даже сейчас, в данный момент, еще Кремль поддерживает сына Эмомали Рахмона, чтобы сын Эмомали Рахмон стал президентом. И сын Эмомали Рахмон пришел к месту Махмасаиду Убайдуллоеву, который верный человек Кремль. Кремль был. Верный человек Кремль. Это Махмасаид Убайдуллоев был. Который на его место Эмомали Рахмон поставил свой сын. Это открытая война, дипломатическая война был против Кремля. Дипломатическая война был. Я все время ожидал, вот, теперь начинается, что клан Рахмонов и уже семья Рахмонова, и начинается уже, падать. И на его место я все время ожидал, то ли Койрас Узуда приходит, то ли другой приходит, то ли третий. Я всегда ожидал этого. Кто-то другой приходит, да? Но у Кремля не было силы. Рахмон в данный момент сильнее, чем Кремль. Почему? Потому что человек Кремль, Махмасаид Убайдуллоев, убрал, поставил своего сына на его место. Мы видели, что в встрече все лидеры Центральной Азии вместе с Путиным в Узбекистане. Эмомали Рахмон конкретно претендовал, что уважайте нас. Очень жестким речем вышел, сказал, уважайте. Путин ничего не мог делать. Ничего. Это заявление Рахмона, это в Кремле было. Кремль ничего не мог делать. Ничего. Понимаете? Это показало, что Кремль уже не контролирует ничего в этом свете. Вот. А эта война, я потом уже я говорю, два целя было. Это первый цель уничтожать, убивать народа других этнических групп в Российской Федерации. Чтобы они не стали много, а потом не требовали свою независимость. Это же точно так же делает Рахмонов в Таджикистане, Бадахшане. Вот. А пока другие народности в Таджикистане не требуют, например, свою независимость или свое равноправие, да, ну, например, мы, карлуги, пока спокойно, тихо, что хочешь делай, живем. Хотя он начал уже лезет, наши имена менять, наши города имена менять, наши поселки имена поменять имена. Открыть у него заявление, что турецкие имена здесь находятся, мы поменяем все на персидские имена. Вот. Много чего переименовали. Все река в Таджикистане были имена турецкие испокон веков. Всех поменяли на персидские имена. Очень много чего делали. Но пока мы молчим, тихо стоим. Вот. Пока они делают, что хотят. Так что вот такая ситуация, наверное, когда-нибудь Рахмон тоже начинает убивать, уничтожать нас. Кстати, я одно сейчас вспомнил. 90-е годы очень много облава делали от именно наших, скажем,
окрестности, где Карлуги живет, очень много облава делали и отправили в войне, это 90-е годы, очень много умерли Карлуги. Очень много умерли. Вот. Э, Поэтому Карлуги стали немножко меньше. Именно в этой войне они очень много поубивали Карлугов. Ну, то есть отправили, на мясо отправили. Что, наверное, в те момент тоже кто-то придумывал это, чтобы уменьшить эту этническую группу в Таджикистане. Вот. Не знаю, надо менять конституцию в Таджикистане, что другие этнические группы, они не должны на чья-то амбиция пойти воевать. Э, Если оно есть государственная проблема, да, то можно. А просто вот сейчас амбиция Путин, это не государственная проблема, амбиция Путин и остальные вот это вот народы Кавказы, чеченцы, буряты и другие, все они умирают там. Это за амбиция Путина, понимаете? Вот и точно такой же амбиция Рахмона. Мы не хотим умирать за амбиция Рахмона. Ну, например. Поэтому нас в Таджикистане это насильно забирает в армию облавой. Ты хочешь, не хочешь, должен ты служить, несмотря, что нельзя другие этнические группы насильно забрать в армию. А, ну, вот такой. Так что, скажем, Путин это, ну, Кремль, не скажу я Путин, Кремль уже максимально ослаб. Кремль показал последний, э, не пошел встречи на Киевом, да, Зеленский поехал туда, в Мужской, побывал, посидел, ждал. Сейчас, может быть, оправдывает, я отправил свою делегацию, да, это не проблема делегации. Зеленский мог бы тоже отправить делегацию. Зеленский хотел поговорить с Кремлем, да, конкретно, уточнить мнение свое, уточни, что ты хочешь вообще-то. Вот. И так что не надо бояться этого. Уже Путин пришел, Путин здесь, кирпич здесь и Путин в Кремле. В последнее время говорят, что нет денег на содержание Ленина даже. Уже не надо, давай, говорит, что похороним это уже. Нет содержания этого. Я думаю, что вы поняли, я тоже здесь тут не хотел помешать ситуацию Таджикистана, но просто привел пример и так пошел туда. А, Кремль сильно боятся и в данный момент не хочет выходить из территории Кремля. И я напоследок одно скажу, если эта встреча будет состоится, как правильно будет? Состоится, да, состоится, ну, короче, это. Даже в Кремле, внутри Кремль, если Зеленский поедет туда, Путин не приходит встречаться с ним, поговорит. Даже в Кремле Путин не придет поговорить. Путин будет спрятаться в другом месте. Опять там же отправляет делегацию. Сам не будет приходить туда. Вот это вам я конкретно скажу. Если сейчас Зеленский будет заявлять, что я готов приехать в Кремль и обсудить эту тему, Путин не приходит на Кремль. Сам в Кремле Путин не появляется. Будет спрятаться. Опять людей отправляют туда, в Кремле, чтобы с Зеленским поговорили. Уже до этого страх есть. Так что всему миру мир я желаю.
Каждая народность имеет право жить, определяться своей судьбой. У каждого народа есть своя традиция. Не надо навязывать свою традицию на чужой, на какой-то. Свадьбы не традиция, просто культура. У каждого народа есть своя культура и традиция. Поэтому каждый народ называет свою традицию и культуру и называет себе тем или другим народом. Не надо, когда у тебя будет власть, надавить все остальные народы. И чтобы только здесь ты был музыкантом, а другим танцором. Нет. Эта проблема в Таджикистане тоже есть. Очень большой сейчас в данный момент растет. Это нацизм, фашизм, скажем, очень много. И это даже среди оппозиции Таджикистана тоже есть. Якобы они хотят свобода, но когда там какой-то каллах или кто-то выступает, я, например, выступал, что по защите Карлугов и по истории Карлугов. И мне начали встречи набивать, давай встретимся, поговорим, угроза. Почему? Потому что это фашизм, нацизм. Понимаете? Если хотите выходить от этого фашизма, от этого нацизма, да, у меня есть предложение. Меняйте все школьные системы. Э, Наша школьная система не готовит человеку профессора, ученого или кто-то, да, оно готовит фашиста и нациста. Это наша учебная система такой. И надо, вот это то, что Россия создал история по 19 века, от конца 18 века начали писать история Центральной Азии или что-то. Если я предлагаю это Азию. Вот что писала Россия про Центральную Азию, вот это все книги собирайте и большой костер сделайте и уничтожайте это. Полностью уничтожайте. Полностью. Вот. И ищите из древних архивов, создавайте свою историю, и без фашистической идеологии. Я читаю историю, я читаю, когда то, что печатано или написано российским академиком, историком, российским востоковедом, да, я читаю, это уже там фашизм идет. Вот. Наверное, я буду читать полгода эта книга, я уже автоматически стану фашистом. Особенно эта система работал арабским. Ненависть, фашизм. И персидский. Очень много ненависть. Очень много. Каждый поворот ненависть. Арабский это в последнее время менталитет, скажем, то, что входил в Центральную Азию. Персидская книга, то, что написано историком, тоже это очень отвратительно. Там не видишь история просто одного человека, чтобы вот просто описать вот это вот турка или карлуга или кого-то, да, вот. Там начинается просто от ненависти, его имя начинается от ненависти. Турки Лаин, турки Палит, турки Юртанишин, турки Дарбадар. Вот это вот уже ненависть. Когда читаешь эту книгу, эту историю, да, просто у тебя вот взорвется мозг. Вот просто взорвется. Вот последние стихи даже вот это. Стихи пишут. Вот это есть стихи. Который один пишет. Умер недавно вот это. Имам Али Рахмон убили этого. Тоже его стихи есть. Якобы турецкая женщина не ценится как грязь из его под ногти нога.
турецкий женщина не ценится, не меняются даже его, грязь из-под ногти нога, вот это как называется, вот это стихи или это просто мне взорвет это. Говорят, что наши матери, которые нас рождали, это турк, не стоит его грязь под ногти нога. Я не знаю, если он жив был бы, да, я сам его убил бы, я реально говорю. За это слова, если не может обосновать, я за мама, я на все иду, на все. Для меня без разницы, это кто, никто. Вот такой вот все время вот это вот есть. Так что надо эту систему менять, Центральную Азию я предлагаю. Уничтожайте все эту книгу, то, что есть, и создавайте нормальные, из старых источников очень много. Берите и пишите нормально и составляйте. Ну, конечно, я понимаю, если эта книга всех будете уничтожать, то придется уничтожать название народности, который создал вам СССР. Это тоже придется уничтожать. Надо вернуться со старым названием народности. Всем салам алейкум. Я то, что хотел сказать, я сказал. Так что Путин боится сильно. Кремль, скажем, не Путин. Кремль уже. У Кремля мощный страх. Я еще раз повторяю, если Зеленский будет согласен, поедет в Кремль, и Путин не встречается с ним и поговорит лицо на лицо. Еще раз повторяюсь, что имам Али Рахмон дважды открыл политические войны в Кремле. Кремль ничего не мог ответить. Только Рахмонов. Токаев сказал на какой-то конференции, прикалывался, сказал, что один ядер на двоих вместе с Белоруссией, да? Один ядерное оружие на двоих. Вот. Так что ничего нету. А это то, что 4 депутата кричит, орет на телевизор, отпускает его, делает шоу. Это шоу. Это не реальность. Это не депутаты. Это шоумены. Они катают истерика и делают шоу, что мы заберем Казахстан, Костанай наша территория, другой наша территория, четвертая наша территория. Это шоу. Так что этого шоу не надо бояться. Конкретно. На концовку я хочу своим Харловому обратиться. Халыкларым, қарын тербатып жүріңі. Еткенді ғұлам бөліп қарын тербатып жүріңі. Будьте здоровы все.